Коммунистическая 38, Плесень 21, 19, 17, 15, 13, 11. С самого утра в региональном штабе «Яблоко» волонтеры один за другим. Только раздали одну пачку агитлистовок, идут за новой. Сегодня прямо из типографии в штаб привезли 50 тысяч экземпляров с программой Григория Явлинского. В середине дня осталось раздать 10 тысяч. Работают помощники в специальной форме. Красуется буква «Я» на жилете, значке и сумке. А вот самый зрелищный этап предвыборной гонки «Дебаты» у штаба идет не так активно. Представители кандидатов в Коми высказываться на радио и телевидении пока не спешат. У нас будет юрист, которого мы готовили к дебатам. Он у нас готов, прям рвется в бой. Но вот единственное, что не можем документов с Москвы дождаться. Вот завтра будет заседание ЦИК, как они нам обещали, и уже человек у нас активно вольется, так сказать, в дебаты. Штабом Владимира Путина сейчас руководит сопредседатель из Воркуты Дмитрий Шильников. Общественница и доверенное лицо кандидата Мария Кузьбожева в поездках по республике. Пока она общается с населением в районах, воркутинец принимает граждан в столице Коми. Жалобы и просьбы обратившихся берут на карандаш. После передадут в центральный штаб. Главная задача команды Владимира Путина – обеспечить явку в день выборов. Если руководитель, лидер побеждает с перевесом, то есть за него 70, 80, 90%, уже абсолютно другой вес мандата. И сразу понятно, что люди, коллектив, неважно кто, население страны с ним. И это уже позволяет ему по-другому строить свою политику, потому что все понимают, что он не вот от себя говорит, а вот от всех тех миллионов людей, которые стоят за ним. И повторюсь, сейчас очень важно просто донести до людей то, что надо прийти на выборы. Тем временем на дебатах в студии нашего телеканала становится все больше участников. Градус борьбы повышается. А споры разгораются даже во время обсуждения темы «Культура». Темы, которые поднимаются, они всегда обсуждаются. В том числе Владимир Вольфович Жириновский, он всегда говорит по тем темам, которые у нас были. Вот сегодня была культура, как без культуры остаться? Это всегда обсуждается, конечно же. Представитель Максима Сурайкина в нашей студии в третий раз. Бывает чаще проблематично. Доверенное лицо из Сосногорска. Впрочем, его отсутствие тоже есть кому высказаться. Чем ближе завершение избирательной кампании, тем представители кандидатов проявляют активность. Немножко выходят за рамки, но это интересно. Что же касается других кандидатов, которые не представлены, то я считаю, что это неправильно. Все кандидаты, представители кандидатов должны доводить свою позицию до избирателей, чтобы люди могли сравнить и видеть, что же из себя представляет эта программа, какие люди представляют. Еще один активный участник дебатов в Коми – доверенное лицо кандидата от КПРФ. Сам же Павел Грудинин на прошлой неделе отказался от участия в дискуссии на телевидении. Я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Кандидат против всех Ксения Собчак тоже против формата, предложенного федеральными телеканалами. Однако пока продолжают участие во встречах. Так же, как Сергей Бабурин и Борис Титов. Последний, к слову, наконец раскрыл смысл странного предвыборного ролика. А что Титов? Оказалось, Титов, как он сам о себе говорит, это новая экономика России. Подробнее об этом кандидат рассказывает в своей предвыборной программе. Таисия Жакова, Олег Жуковский, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Более 500 общественных наблюдателей в Коми прошли обучение для участия в выборах президента. Институт новый для России, а потому у общественников возникает немало вопросов и по набору, и по предстоящей работе 18 марта. В частности, важно, чтобы в ряды независимых наблюдателей не попали заинтересованные в определенном результате выборов лица. В то же время они должны уметь объективно оценивать весь процесс голосования. Эту тему в Общественной палате Коми сегодня обсудили с московским представителем Ассоциации «Гражданский контроль», который уже больше 10 лет следит за соблюдением избирательных прав россиян. Кроме того, организация является и одним из инициаторов нововведения. Скажу такую несколько крамольную вещь, что мы тут с вами на выборах президента потренируемся. Я очень надеюсь, что будут внесены изменения в законодательство, и общественное наблюдение также будет и на региональных и местных выборах. Вот здесь самые большие нарушения есть. То есть моя практика, я занимаюсь выборами уже больше 20 лет, она, кажется, говорит, что на выборах президента нарушения не столь велики, как на местных и региональных выборах, где, сами вы знаете, очень низкая явка.
Всего подписано 22 соглашения с организациями о сотрудничестве с Общественной палатой по вопросам осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства. Впрочем, не все представили кандидатов. Самыми активными оказались муниципальные общественные советы, Союз женщин, Союз ветеранов Афганистана, Ассоциация врачей, Корпус за чистые выборы. 47 человек пришли в Общественную палату самостоятельно. Всего на сегодняшний день оформлено 623 общественных наблюдателя. В ряде регионов, грубо говоря, все избирательные участки закрыты. В муниципалитетах, да. В ряде случаев не по одному, но есть и такие, которые, скорее всего, наверное, и не закроют свои квоты. Но причины уже были здесь тоже озвучены, да, это и трудная доступность, логистика и информационное обеспечение. Мы организовали взаимодействие с Общественной палатой Республики Коми, разработали учебный комплекс 4-часовой. Ну и впервые, как вот Ольга Викторовна сказала, мы опробировали его прежде всего на представителях самой Общественной палаты, для того, чтобы понять, какие моменты необходимо подкорректировать, на что обратить больше внимания. Ну и самое главное, что мы попытались сформировать вот это вот учебное занятие таким образом, чтобы оно никоим образом не отличалось от тех программ, которые мы реализуем среди членов участковых избирательных комиссий. Обучение общественных наблюдателей в Коми проводят также и избирательные комиссии на местах.